Чингирлаускый район, это, по мнению археологов, это малоисследованный район. Но за то время, те памятники, которые мы исследовали, они дали богатейший материал. Но я хочу сказать еще о том, что в Чингирлау есть памятники от древности до средневековья. Да? Это и бронзового века, это раннего железного века, это средневековые памятники. Самый эталонный памятник на территории Чингирлауского района – это Лебедевка. Вы знаете, вот именно на территории Лебедевки можно открыть музей-заповедник. Из этих памятников, открытых памятников, это памятник, который получил мировую известность. К сожалению, артефакты, найденные на могильнике Лебедевка, они разбросаны практически по всему СНГ. Они в Москве, они в Алма-Ате, они в Национальном музее, здесь, в Уральске. То есть хорошо бы было бы собрать весь этот комплекс в одном музее. Ну, в данном случае, можно сказать, в Чингирлауском музее. Вы знаете, сам по себе памятник Лебедевка, я говорила, что он мировую известность имеет, но еще и то, что там есть и памятники, знаете, интересные, такие уникальные памятники эпохи бронзы. Там есть уникальные памятники эпохи раннего железа и средневековья. По материалам, которые были найдены на Лебедевке, вы знаете, это контакты. Это контакты с Византией, Рим, Греция, да? Это контакты с Востоком. Такие вещи, которые, вот, как вот передвижение вещей, да? Можно говорить о таких мощных контактах, о торговых каких-то вот контактах наших кочевников с такими вот производственными центрами, да, с цивилизованными производственными центрами. Это один из памятников, о котором говорят археологи очень часто, и часто мы об этом говорим. Почему? Потому что этот памятник можно превратить в музей под открытым небом. Но помимо Лебедевки, памятник Ульгули. Ульгули дал интереснейшие. Если мы в эпоху бронзы, когда мы раскапываем памятники эпохи бронзы, мы находим сосуды с геометрическим орнаментом, то здесь были женские украшения эпохи бронзы. Это в виде заколок, да, красивых таких бус, украшений женских, которые вот можно назвать из ряда редких находок в нашей практике. Ульгули, но Ульгули не только ценен тем, что там были найдены памятники эпохи бронзы, памятник раннего железного века, звериный стиль с кошачьими хищниками, да, которые терзают травоядные животные. Это вот такие вот бляхи, выполненные в зверином стиле. Звериный стиль – это кодовое письмо раннего железного века, да, то есть при отсутствии письменности через звериный стиль, через вот эти вот изображения, они передавали информацию. И вот он тоже, вот это конское снаряжение, конское снаряжение, найденное на памятнике Ульгули, они тоже как бы считаются уникальными. Это, знаете, мастерство, это мастера, которые отливали предметы не в простых каких-то вот, да, вот в виде круга, треугольника и так далее. Они давали им образы волка, кошачьего хищника, травоядного животного. И при всем при этом эти предметы читались. Их можно объяснить, прочитать. И какую информацию они хотели до нас донести, мы можем сказать, смотря на вот эти вот предметы. В 2022 году мы раскапывали памятник Урысай. А здесь мы обнаружили погребение женщины, татуировщицы. Все предметы, это шкатулка резная, да, с черным лаком, покрытая черным лаком. Этот вот лак отправили на анализ, и он считается пока одним из древних образцов лака, покрытых на шкатулке. Это инструменты, это краски, это жертвенник с изображением ножек в виде оскаленных морд волка. И все эти художественные произведения были найдены на территории Чингирлауского района. Если коснуться элиты, то прекрасно знаете раскопки Багрикова и Сенниговой. Здесь был обнаружен золотой человек с одеждой, расшитой золотыми бляшками. Они разные, они были разные, но очень скомпонованные в этом костюме. Да?
Это огромное количество посуды римского происхождения, греческого, да, из бронзы, из латуни, деревянная посуда. И этот памятник, вот, я считаю, в перспективе надо обязательно реконструировать, потому что информативный памятник – это мало сказано. Этот памятник, который несет мощный пласт вот этого вот стратума, исторического стратума эпохи раннего Железного века. У Рысая были найдены погребения воинов с полным набором колчана, с полным набором вооружения, да? Женские захоронения с полным набором украшений, жреческих предметов и прочих вещей. Это бассейн реки Илек. А бассейн реки Илек мы знаем по памятникам Иликшар, дальше Филипповка, да, Пятимары. Это вот Бесуба, которую раскапывал знаменитый казахстанский археолог Мир Касымович Кадырбаев. И я считаю, что Чингирлаускый район очень богат историей, древней историей, которая уходит далеко-далеко-далеко в прошлое, в эпоху бронзы. 3000 лет назад здесь жили племена, они оставили свои памятники и до современности. Вот тот же Урыса, если взять, то мы видим там преемственность, да? Преемственность. Эпоха бронзы, ранний Железный век, Средневековье, могилы 19, 18, 19 века и современные могилы. То есть этот курганный комплекс, он не прерывался. Там постоянно была вот цивилизация, там постоянно шла преемственность, и там очень много легенд по поводу вот Урысая-2. Человек, заходя в Чингирлаускый музей, он должен видеть эту историю, эту древность и эти контакты, которые оставили нам как память о прошлом те племена, которые расселялись на территории Чингирлауского района. Район перспективный, очень перспективный в историческом, в археологическом аспекте. Очень важно его исследовать дальше, открыть новые памятники, которые еще заявят о том, о богатейшей истории Чингирлауского района. Енді Шыңғырлау өңірі табиғаты айрықша өлке өңір. Сегізсай өңірі кезінде батырлар жырындағы Қобыланды батырдың өткен жерлері. Таулар сол жердегі. Сегізсайда жаңағы кімнің Алшағыр ханның шаһары болды деп айтады. Енді менің Абадан кітабымда, романымда Шыңғырлаудың Аққұм, құмы, Торатбасы, сол маңайдағы таулар, хан жатыр, Қыземшек, өзге де таулары енеді, Борсылемді, даласы, он жердегі бұлақтар, өзен көлдер, өсімдіктері, тағы елді мекендердің атаулары біраз енді. Бұлай қапелімде ауыз екі сөз есеңе түсе бермейді. Бірақ соны біразын қамтыдым. Журналистік сапарда сол жерлерден өттік қой. Бәрі көз алдымда. Соның бәрі қағазға қалам болып, бояу болып тербеледі, сөз болып түседі. Осындай жерлерін қамтыдық. Бұны енді аңыз әңгімесін көне көздерден сұрап айта берсе, әлі де шыға береді деп ойлаймын. Осы мен шығармашылығымда Шыңғырлаудың біраз жерлерін өзіме алдым. Әлі де жазам ғой деп ойлаймын оралған кезде. Ерліктің оты сөнбеген, батырлар рухы өлмеген, өңірдің кейінгі буыны да бұл пікірді сан мәрте дәлелдегеніне тарих куә.